Привет! Я хотел бы рассказать тебе историю того, как я пришел к Богу. На самом деле я жил и воспитывался в обычной советской семье. У меня был брат, мама. И я на самом деле всегда слышал о Боге. Там родители по праздникам ходили в православную церковь, там, не знаю, всегда я заходил в православную церковь, я видел, что вот там Бог, Иисус Христос распят, мне рассказывали, свечки. Но я не понимал на самом деле всего смысла, и мне даже было страшно потом идти, потому что бывало такие страшные сцены были, и я скорее начинал бояться. И я в детстве как-то изучал эти все истории библейские, как многие в детстве. Потом на какой-то момент это из моей жизни пропало, я увлекся там разными подростковыми делами, начал пить, вот, там всякие друзья, плохие компании, и меня на самом деле затянуло это. И через некоторое время я понимал, что я бы хотел найти какой-то стандарт жизни, который стоит жить, которым стоит жить. Я думал, почему, например, любить это хорошо, а ненавидеть это плохо? Почему дружба это хорошо, а, не знаю, ненависть это плохо? Кто это сказал? И я начал искать вопросы. Одна из первых книг, в которой я пытался найти ответы, это была книга Дейла Карнеги «Как иметь много друзей». Как завоевать дружбу. И это стало на некоторое время моей настольной книгой. Я начал ее читать, и через некоторое время я понял, что те советы, которые там предлагаются, улыбаться, там, запоминать имя и другие какие-то, мне не получается соблюдать. Мне было сложно улыбаться, потому что это как-то неестественно получалось. Мне было сложно запоминать имена, потому что я не запоминал их. И в конце концов я понял, что что-то не работает, эта книга, не работающая какая-то. И меня всегда приглашали в одну церковь, и подумал, а почему христианство, например, почему там не ислам? И я начал изучать другие религии, начал читать всякие философы, Коран, Библию, вот, и сравнивать, что пишут те, что пишут те. Тоже поняв, что все пишут об одном, о Боге, что надо верить и так далее. Думаю, не знаю, может быть, это и ответ. Я там на некоторое время понял, что, наверное, Бог один, разные пути к нему. Потом я решил все-таки сходить в церковь эту евангельских христиан по приглашению и разобраться. Если все пути ведут к одному Богу, зачем так много всяких собраний там, эти тут, что не объединиться-то людям. И я пошел и начал удивляться из того, что там проповеди были, как много, буквально из одного-двух предложений в Библии, много можно в мысли вытащить там. Я начал читать Библию более глубоко. И через некоторое время, придя также в церковь эту, ко мне подходит пастор и говорит этой церкви, говорит, познакомились с ним, он говорит, а ты вообще веришь в Бога? Я говорю, конечно верю, а молишься? Я говорю, конечно, когда там мерзну на остановке или там экзамены нужно сдать, не надо молиться, как без него. А он мне спрашивает, а ты молился когда-нибудь молитвой покаяния? Так начал думать, наверное, не молился никогда. А он говорит, а ты бы хотел обратиться к Богу в молитве покаяния? Я опять, меня этот вопрос немножко застал врасплох, я не ожидал, я думаю, я не знаю, что это такое, но можно попробовать, почему бы и нет. И он мне тогда говорит, молитва покаяния это просто когда ты признаешь перед Богом все свои грехи, просишь у него за это прощение и просишь войти в твое сердце, чтобы он жил и был в твоем сердце. И мы с ним стали на колени, я помолился, он за мной
я за ним повторял, он говорил, я повторял, и он говорил такие простые слова: Господь Иисус, я грешен, прости меня. Спасибо тебе за смерть, за мои грехи на кресте. Войди в мое сердце и сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я вот произнес слова эти молитвы, и я впервые в жизни обращался к невидимому Богу просто потому, что я нуждался в нем. Не потому, что мне надо было что-то там от него, а потому что я хотел, чтобы он жил в моем сердце. И с тех пор у меня на самом деле пошли слезы. Я в первый раз обращался вот так вот. Меня все поздравляли, конечно, я не знал с чем. Но после этого в моей жизни произошли очень многие изменения. Я был некогда закомплексован и хотел иметь много друзей. Сейчас в моей жизни Бог произвел такие изменения, что у меня было много друзей. До этого был всего 1-2 друга, и то они все время пропадали. После этого появилось много друзей. Я стал как-то более раскрепощен, стал больше общаться с людьми. Мне было легче общаться с незнакомыми людьми. И в конце концов Бог мне дал жену, детей. И я благодарен Богу за мою жизнь. И на самом деле я не представляю, где бы я был, если бы не Бог. Другими словами, в какой бы я подворотне валялся, если бы не Бог. Я очень благодарен Богу за то, что Бог меня, можно сказать, вот из того небытия, в котором я находился, в непонятном состоянии, аморфном, можно сказать, вытащил и дал тот стандарт жизни, те принципы, по которым я сейчас живу. И я предлагаю тебе обратиться с такой же простой молитвой, в которой некогда обратился я.